А тем временем мы возвращаемся к главной теме – Дню военно-морского флота. В некоторых регионах торжественные парады уже подошли к концу. Первым же эстафету взял Петропавловск-Камчатский. Там парадным строем прошли порядка 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Кузбасс». А сейчас у нас на прямой связи Североморск. Мой коллега-корреспондент мурманского телеканала ТВ-21 Михаил Аброськин сейчас на прямой связи со студией и готов рассказать о подготовке к празднованию Дня ВМФ и в их регионе. Михаил, здравствуйте, вам слово. Добрый день, Василий. Действительно, сегодня в Североморске день выдался очень солнечный, что само по себе уже праздник. Но, конечно же, здесь отмечают один из главных праздников для военного гарнизона в году. Это День военно-морского флота. Сегодня на площади собрались сотни зрителей из... Сегодня на площади собрались сотни людей, это гости Североморска и его жители. По традиции праздник начинается с возложения цветов к памятнику защитникам советского Заполярья, находится за моей спиной. Сразу после этого начнется непосредственно сам парад. По Приморской площади пройдут несколько сотен военных моряков, вслед за ними начнется парад военной техники. В нем принимает участие не только современная техника, но и танки времен Великой Отечественной войны. Это легендарный Т-34. И в том числе американские танки «Шерман». Несколько экземпляров удалось Северному флоту поднять со дна Баренцевого моря затонувшего транспорта Томас Дональдсон. Танки привели в порядок, и теперь они в строю. Они будут участвовать в военной выставке по завершении парада. Сразу после парада адмирал, командующий Северным флотом Николай Евменов на адмиральском катере отправится принимать парад у кораблей, которые стоят на рейде в акватории Кольского залива. Командующий поздравит личный состав кораблей экипажа с праздником. Сразу после этого он отправится на берег, здесь принимать участие в параде здесь на трибунах. Конечно, центральное место среди кораблей и подводных лодок на акватории Кольского залива будет занимать атомный ракетонесущий подводный крейсер стратегического назначения Дмитрий Донской. Напомню, это самая крупная подводная лодка не только Отечественного флота, но и во всем мире. Корабли для зрителей продемонстрируют свои боевые элементы. Они пройдут строем, выстроятся в эскалаторную колонну и пройдут мимо трибун. Корабли сделают несколько залпов из орудий главных калибров. После этого подводные лодки покажут экстренное всплытие. Одной из первых свой экстренный подъем покажет подводная лодка «Калуга». Напомню, это дизель-электрическая подводная лодка. Благодаря своей уникальной конструкции она является самой бесшумной во всем Отечественном флоте. После этого на берег высадится морской десант, морские пехотинцы проберутся на берег сквозь дым и взрывы. Конечно же, взрывы сделаны буквально только для шоу, опасности ни для участников представления, ни для зрителей они не представляют. На берегу морские пехотинцы покажут элементы рукопашного боя, после этого на площади снова покажется военная бронетехника. Праздник продолжится здесь уже возле сцены, здесь пройдет праздничный концерт, спортивные соревнования, и вечером в 22:00 по Москве над Североморском прогремит праздничный салют. Василий. Михаил, спасибо. А я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега, корреспондент мурманского телеканала ТВ-21 Михаил Аброськин.